Доброго утра, друзья! 10 июля 2019 год. Выезжаем с райцентра Троицко-Печорска и едем в родную деревню Покчу. Там нас ждет рыбалка с Александром Мазаем. Что там, Гена? Интернет еще там. Интернет. Вот посмотрите, какое у нас жаркое лето этого года. Лето мы еще не видели. Каждый день, или утром, или вечером, или в течение всего дня поливает дождь. 10 июля мы еще практически не раздевались. Ну, в мае было пару теплых дней, но в июне, может быть, один денек был, когда можно было раздеться до футболки, и то ненадолго, потому что ветер холодный, температура выше 20 практически не поднималась. Жду Александра Мазая, но чтобы не терять времени, еду на перекресток по пути в нашу деревню, потому что чтобы он не заезжал в Троицко-Печорск, поедем сразу в деревню нашу. Так что встречаемся на перекрестке, ждем Мазая. Саня едет на рыбалку. И, друзья, я думаю, будет весело. Поехали. Вот, время уже 10:30, мы еще ждем Сашку. Сейчас появился в сети. Проезжает Воевожи, это 75 где-то, наверное, километров от райцентра. Так что решили, едем в деревню и будем ждать его там. А он по приезду свяжется, собираемся, едем. Вон, посмотрите, какая погода. Погода дождь. Только что поливало, вот прекратился, кругом лужи. И по прогнозам 2 дня дождя. Поворачиваемся в сторону нашей родной деревни. Не страшны нам дождь и грязь. Все равно поедем на рыбалку. Это наша мини сквозь дождь. Да, буквально через минут 40 Саня подъедет до сюда, но через час он будет в Покче и будем выдвигаться. Так что, несмотря какая бы ни была она погода, выезд все равно состоится. Оденем плащи, оденем куртки, оденем сапоги, оденем все, чтобы остаться как-то сухими. И все равно мы поедем. Не всегда коту масленица. Ну, а нас дождями не удивить. В нашей Северной Коми-Республике, именно в нашем регионе, сей год дождь был практически каждый день. То дождь, то сильный дождь, то очень сильный дождь, то ливни. Но без дождя мы не сидели. Так что всем пока. То есть не пока, встречаемся в деревне. Поехали. Вот, перекресток. Погнали. Нашу родную Покчу. Ну вот, до свидания, Покча. Время 3 часа, и мы наконец-то уже на реке и упаковались по полной. 2 маленьких человечка, немножко с собой это провианта, немножко снастей. Ну и получилось так вот, немножко в лодочке. Килограмм на 400. Если не больше. Да, все, держим путь вниз по течению на наши заветные места. Ну а пока будем совмещать полезное с приятным. Сегодня южный ветер, и мы идем по течению. Так что все говорит о том, чтобы мы сэкономили бензин и сплавились по течению. Покидаем. Если будет клевать, будем сплавляться. Если нет, потихоньку поедем на те места, где должно клевать. Идет подъем воды. В это время обычно не клюет. Дожди дают о себе знать, потому что дожди поливают у нас каждый день. Без этого никак. Это же Республика Коми. Кто-то, видать, сильно просил дождей. Ну что, все, поехали. Поехали. Вот так вот. Плывем мы с Сашей
о плохом ничем не думаем, кидаем, не клюет, вода большая. Тут хлоп прямо вот на этот белый поплавок, щукенция, хапысь, но там крючка нет. Кстати, тебе надо тоже достать эти. Это потом уже на перекате, пока я так. Может, туда бы подняться? Да, не, мы сейчас будем время терять. Здесь берег-то весь такой. Эта щука тут осталась, другая-то ниже плавает так же. Мы самосплавом, нас южный ветер вниз гонит, течение вниз гонит. Мы одновременно и пробуем и рыбу, получается, осматривая места, получается, и в то же время двигаемся Ну там пасть хорошая была. в том направлении. Ну, на поплавок, если бы на поплавке был крючок, прямо на поплавок вот этот белый накинулась. Сильно не давай заглубляться, тут, возможно, возле берега коряжник. Вон, смотри, вот сколько хламу тут вот на берегу. Вот сейчас мы приближаемся к тому месту, к дамбе, где фидер оборвала моя щука. Вон, возле этой дамбы оборвала щука. Ну, откусила фидер, или развязался он. Не знаю, что там было. Вот выше дамбы сейчас вот попала щукенция. Ну, в ролике-то видно там, когда с соседями-то я ходил. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Так, ну вот, не прошло и полгода, вот он, первый улов, окушок вот такой. Вон, Саш, смотри. О, хороший окушок. Клюнул на червя. Да. И это мне что-то дает мысль, что все-таки, наверное, надо цеплять мальков. Кидали блесну, на блесну не хочет. А мушку с блесной, вот Саш кидал, тоже не берет. Можно еще попробовать было, конечно, джиголовку с виброхвостиком. Есть у меня джиголовка. Как бы желтенький цвет, тут местный окунь прошлый год любил, очень неплохо он берет. Я и щучку этот год поймал тоже на джиг. Но вот клюнул он именно на червя и больше что-то не хочет. Сейчас я достану живцов, вот мальков, которые в банке. Надо бы нам, вот сюда вот ведерочка, не ведерочка, это что место не занимало. И попробую на живцов. Вон такого живца, смотри, зацепил. Ну. Мне кажется, не устоит. Если окунь есть, он не устоит. Сейчас еще щука жахнет за него. Ну, у меня поводка нету, она пока здесь Так не давай нужна. тебе дам поводок. Ладно, оторвет потом. Не, знаешь почему поводок пока не хочу? Потому что я на эту удочку сейчас буду пробовать хариуса, и там как бы поводок не нужен. Ну, посмотрим сейчас, я просто здесь буквально, пока ты... О, клюет, есть поклевка. Что-то... О, есть. Говно бесит, когда кто-то ловит, а я еще... А ты еще не это, да? Нахуй. Ну все, я, может, поднять удочку мне? Вот, второй окунь. Этот уже на живца, на малька. Такой нормальный окушок, да? Вполне приличный. На малька хапнул сразу. Ну не сразу, но в смысле то, что не клевал, утопил и все. Если на червя он еще мружился там что-то, то на малька сразу. Я же говорю, а видишь, а блесну не берет. Я еще знаешь, что пробовал? У меня такая головочка. О, сразу поклевка. Смотри, Саш. Делал маленький джиг с маленьким виброхвостом. Вот когда мальков не было, мальков проблематично было поймать. И я прямо маленький это цеплял. Его раз шевельнул, хвостик, видать, шевелится, и он цапысь. И сразу. Ничего, работал. Окунь здесь есть здесь плавает где-то щука с моими двумя крючками от фидера. С килограммчик где-то, наверное, может 1,5, не больше. Щука, да, которая откусила, когда срыбал. 23 июня это было. Сколько уже? 2 недели прошло, 3 недели почти прошло, конечно. Она могла остаться, могла и далеко уже уплыть. Все, Саша сделал снасть. Желтый виброхвост, только меня не поймай. И все, понеслась рыбалка. Чуть дальше плескался язь. Я так думаю, что язь. Потому что он начал и метров 20, наверное, играл у нас на нервах прямо. Показывал, вот он я. Смотрите, какой я. Все, сейчас буквально 5 забросов. Если нет, да, и если нет, то пойдем вот туда на перекат, покидаем на перекате, попробуем хариуса. Прямо с лодки? С лодки, да, конечно. Я только с лодки, с берега, я вообще недолюбливаю. Это вот если там сачка нет и что-то крупное, да, приходится прыгать на берег. Вот есть поклевка.
Смотри, какой он ленивый сегодня, а. Какой он сегодня ленивый. Опа, есть. Есть? Снимай. Да. Да вроде съемка идет. Есть. Я тебе говорю, есть. Третий заброс, да? Опа, и у меня есть. У меня, опа, окушок ушел. У тебя тоже окунь. На мушку. У тебя два их. Два окуня. Один на мушку, второй на вибрик. Саша, дуплет. Ты как на той реке сразу дуплет. Первый заброс и дуплет. Так и здесь. Это я хоть на свою камеру сниму. Вот это красава. И мушка сработала, и вибрик. Сразу два окуня. Клюнула? Есть, да. Я тебе говорю, есть. Так, на что? На мушку, на блесну? Ой, на вибрик. На вибрик, наверное. Нет, на мушке. А нет, на вибрик. На вибрике. На вибрике, ага. Такой же стандарт, да? Ну, шикарный окушок, что ты. Мне нравится. Я говорю, желтый цвет работает на печоре. По крайней мере, прошлый. Но как видим, этот год тоже работает. Мне нравится. Не знаю, как тебе. А мне нравится. Саша, очередная поклевка. Окунь. Вибрик. Вибрик сработал опять, ага. И главное на середине они, да? Опа, у меня тоже что-то... Ох, этот поменьше. Так, все, я, наверное, тоже на блесну перейду. Так, давай я тебе вибрик дам. Не, попробуй блесну там погонять. Где? Ну, туда же покидать блесну. Сейчас малявку добью уже. А, ее закину, пусть она болтается, а буду кидать это. Вибрик лучше на окуня работает, чем вертушка. Почему? Не знаю почему. Вот именно желтый вибрик. Я по прошлому году вот сужу, он. Кинул. Не знаю почему. Объяснить не могу. Там-то и глубина порядочная. Вот что они там делают? А тут вот перекат. Они, наверное, выше переката. Там может я, кстати, хорю схлопнуть, блин. Вот там начинается перекат. Видишь, вот плесканулся выше сейчас. Вот выше там. Хорю. Сейчас мы там тоже попробуем хорька. Вон народ ездит. Кто-то на рыбалку, кто-то с рыбалки. И все на иномарках. Нет уже русских моторов на реке, да? Ну да. Быстро привыкают к хорошему, что и штиль, вот бензопила, что. Ну а так. Опа, у меня клевка, поклевка на удочку. Ох, какого окуня, Геннадий. Да, Вон, не- окушок, покажи, Ген. Да небольшой, маленький. Все равно покажи на камеру. Вон. Заглотил, смотри, Вон, как видишь, малявку видишь, заглотил. Вон, как малек заглотил, видите его? Один хвост торчит. Да. Вот такая рыбалка на реке Печора. Ну вот. Давно дождя не было. Наконец-то дождик. Наконец-то дождик. Одеваем кто что может, кто во что гораздо. Одеваемые плащи. А, у тебя такой. У меня такой, да. У меня костюм. И Так, ты его брал. где? Где? Не, в командировке. Так, сапогом влезет, не влезет. Лучше сапог снять, быстрее будет. Не знаю, я. первый раз. Так, с лодки будем. Раз. Готово. Там вот поклевка была. У Саши была поклевка. Я на вертушку поймал одного окуня еще. Сплавляемся самосплавом. Подошла большая туча. Вдалеке громыхает. Что-то будет, наверное, интересное. Веселое. Будет веселое. Но мы знали, что так будет. Нас предупреждали об этом. Гидромедцентр. Опа. Что-то ты поймал. Не сломал ничего. Удочку поймал мою. Еще и к берегу прибил. К тому же. Так. Вроде все. Горку вроде в штаны запихал. Телефона там, все такое. Ну, надеюсь. А сейчас еще, чтобы
не стекало в сапоги. Поверх вот так сделай. И шикарно будет. Ну все, нам не страшен серый волк. Была шикарная, между прочим. Удочку сюда. Отплываем дальше. А? Дальше отплываем. А, в смысле от берега? Опа, есть. Есть? Да. И хорошее что-то. Окунь. Так, у меня, надеюсь, снимает. Ага, зацепился на вибрик, окушок. И смотри, какой солидный окунь. Ух. И зацепился хорошо, ага, вон. Ну, говорят, дождь не клюет. Клюет. Опа, у меня мальки. Мальков уронил. Всех, что ли? Да, ну ничего, потом достану, у меня же запас-то есть. Пока они не нужны. Пока сплавляемся, у нас идет сплав вдоль берега. Данный берег обычно в это время весь открыт. Это суша, это просто сейчас берег где-то вот до сюда, дальше идет Печора. А сейчас мы, получается, по залитому берегу сплавляемся вдоль кустов. Кусты, трава. В надежде, конечно, на щуку. Вибрик должен, по идее, работать. Но не хочет он что-то. Ну вот, я гоняю вертушку, чтобы как бы более-менее разнообразно, чтобы вот тут живец у меня на длинной удочке, вон поплавок. Не надо будет. Опа, нет, это зацеп, зацеп, да. Ну как, задевает дно, тут кусты, трава. Опа, вот это уже не зацеп, это вот он, забагрил. Ты его просто на халяву поймал. За жабру, ну вот. Ну, он. Видишь, сколько здесь рыбы. Знаешь, да, анекдот? Правда, он с матами, ну ладно, бог с ним. Запикаем. Два рыбака хвастаются. Вот у нас река, говорит. Представляешь? Едешь, говорит, на лодке, достаешь ведро, и рыбу, говорит, черпаешь и в лодку, черпаешь и в лодке. Тьфу! Это что, разве рыба, что ли, бля? Вот у нас на реке рыба так рыба. Ведро, говорит, запихаешь. Опа, это что? А, зацеп. Блин, пока болтал. Я уже думал, что-то серьезно зацепилось. Так, не порвали ничего. Так, Геннадий. Че. Говорит, даже ведро не пролезает. Столько, говорит, рыбы, что воды нет, бля, одна рыба. Так что, говорит, если ведрами черпать, это, говорит, рыбы мало. Так и здесь, вон на Печоре. Блесну кинуть некуда, она багрится. Но не клюет. Не вовремя, конечно. Был момент, вода падала до определенного уровня. Но сей год, вот я говорю, это, наверное, 10-й раз уже, или, не знаю, 15-й, что вода поднимается. День-два поднимается, день-два падает. День-два поднимается, день-два падает. Смотри, сколько воды. Все, дожди поливают. Каждый день. Не было такого дня, чтобы дождей не было. Редко. Не знаю, здесь так, если не утром, так вечером. Лета-то нет уже, все, уже 10, да, сегодня июля? Сегодня 10 июля уже. А какое лето уже после середины июля уже? Ильин день, это уже осенний праздник 2 августа. Да. Это уже осень у нас в Коми. Вон, друзья, чуть-чуть не успела камера включиться. Вот такой вот хороший окушок клюнул на вертушку. И до этого еще 2 поменьше. Идем самосплавом вдоль кустов. Херачит дождь. А нам все нипочем, мы в плащах. Да, Саш? Да. А он у тебя взял под самой... Нет, попробуй потише крутить. Потише. Здесь-то зацепы возле кустов зацепа. Там, по идее, сильно таких зацепов не должно быть. И там поглубже. Где? Ну, там дальше, в смысле, поглубже. И как бы там песок. Опа, это что? Канал? Не знаю. Вроде, да, идет. Окунь. Всё. Хороший окунь. Вот он. Какие. Янцикадон. Инцикадин. Он такой, такой. Да, инцикадин. Мича, это по коме красивый. Мича Йокыш. Молодец. Так, мне кажется, эту удочку пока надо убрать, чтобы не мешалось. Бери пока. Пока на живца не хочет.
Уберем, чтобы не мешалось. И берем вот. Саш, смотри, куда я убрал, что видел, где торчит. Вот она тут вдоль борта будет. Надо, как говорится, ловить на то, что клюет пока. Вот херачит дождь, да? Поклевки есть. Мы с Ромкой, когда рыбачим, я всегда говорю, надо на разные. Если один на тяжелую артиллерию, на щуку там, твист, не твистеры эти, колебалки там, еще что-нибудь, вертушки крупные, там тройка, 4 номер, 2 на виброхвост, а мелкий, на окуня, допустим. И Опа, есть. Есть? Да. Ну вот, есть поклевка у Сани. Сейчас посмотрим. Окунь, да, походу? Да, походу, да. И на вибрик. На вибрик, да. И походу хороший окунь. Ну, госстандарт. Такой же окушок, он приличный. О, смотри, покоцанный. Да, вот, вот. О, щука Да. цапала. Да. От щуки ушел, от виброхвоста. От Саньки не ушел. От Саньки никто не уходит. Рыбалка в дождь сегодня у нас. Ну, ничего страшного. Да, вроде бы что-то есть. Щука, что ли? Что-то не похоже на окуня идет. Окунь. Что-то он так, как обычно окунь дергает, этот еле-еле зацепился. Вот такой вот красавец окушок. У нас внутренний садок прямо в лодке. Потом отсыпаем. А вот это что за курья вот это? Вот это курья есть, выход с озера. О, громыхает. Громыхает гражданская война. Трэш-курья это, трэш-курья. Не, ну на виброхвост хорошо. Тут вот если поставить жерлицы вот в этом тиховоде, вот курья, она сейчас залита получается, 100% там щуки есть. Но видишь, мы базу-то не будем здесь делать и оставлять на несколько километров жерлицы, это, ну, я бы не сказал. Нецелесообразно. Да, ездить сюда потом смотреть их. А так вот здесь, вон, не знаю, видно, не видно, отсюда вот за кустами идет типа озеро, ну выход с озера. Ну, И все в траве. Там блесну не покидаешь, а для жерлиц как раз обалденное место. Вот кружки жерлицы. Вот. Вон, видишь, трава тут выход, вон, смотри, видишь, вон. И все она зацепляет. А щука по такой траве-то она ползает только... Племянник у меня тут на 4 килограмма вот в этой луже щуку поймал, блин. Как-то вот в этой луже прямо. Вода еще мельче была. Сейчас хоть связана она с рекой, а тогда она не связана была, уже отдельно была. Говорит, плесканулась, пошел на берег, покидал, и на поппер, что ли, он хапнул, говорит. Только что была поклевка язя. Дотянул уже до берега, говорю, до лодки, вот буквально полметра, ну уже поднял, можно сказать, с воды, и он не дошел до лодки, буквально сантиметров 20 сорвался. Ну, сачок, пока мы бы доставали, он бы уже, наверное, не успели бы. Взял в траве уже, я сначала думал щука, в самой траве взял, с берега. Взял вертушку, вибрик пока не хочет. Вибрик только в окунь. Нет, почему, он берет уже, нас быстро сносит, мне кажется. Ну и ладно, быстрее. Так, я, наверное, сейчас поймал траву или кусты. Ага. Цепился? Надо спасать. Ну, кусты закинул.
Все. Блесну спасли. Оказывается, вон трава какая крепкая. Блесну спасли, но залетели на берег. Дождь все сильнее и сильнее. Только что был еще один сход. Не знаю кого, но дергало так неплохо. Много травы. О, это что у меня? Рыба, что ли? Точно рыба. Окушок. Вон такой вот окушочек еще. Потихоньку в нашем садке прибывает. В нашем лодочном бассейне. Не знаю, как видимость будет, конечно, на кадре. Ну, так что лучше пока, наверное, выключимся. Потом дождь пройдет, сделаем включение. Только что 2 раза была поклевка и оставил. Вот такие у меня есть. Ну. Ну вот этого зеленого поставь. Так... Вот эту? Да, попробуй. А может вот эту? Не знаю. Мне зеленый что-то больше нравится. Давай вот эту. Это блин. поппер, он верховой. А вот эту? Ну вот это я говорю, сейчас достал, он поппер. Это какой надо? Ну, вот этого поставь. Вот этот? Да. Мелковатый, но ничего, зато может язь возьмет. Блин, он тык-тык, видать, за это. Сбоку бил, что ли. Не зацепился за крючок. У-у-у, там вообще стеной идет дальше. Смотри, Саш. Ливень идет с Покчеван. Если это был просто дождь, то там идет уже ливень. Стеной сейчас будет полоскать нас. Купаемся. Ивана купала, не купались, так хоть сейчас искупаемся, блин. Да, жаркое лето 19-го года.